Доброе утро! Вы смотрите телеканал Якутия-24 и вместе с вами, как всегда, каждое утро каждого дня, будничного во всяком случае, утро Якутии. Вместе с вами встречаем наступивший день, готовимся достигать вершин, которые мы перед собой ставим, и мы, естественно, в этом вам помогаем, рассказывая о чем-то интересном, познавательном, порой забавном, милом и веселом. Сегодняшний день не исключение, и чтобы не задерживать, начнем по традиции с информации о погоде. Сегодня в центральных районах Якутии температура воздуха от минус 24 до минус 22, в заречной группе 40-23 со знаком минус, в южных 26-19 градусов мороза. В Вилюйской группе минус 37, минус 25, Нижнеленских минус 29, минус 24, в западных минус 30, минус 24. В Колымо-Индигирской группе Улусов минус 39, минус 18, в Янских 37-26 градусов мороза, на северо-западе минус 39, минус 27. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила минус 22 градуса, атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба, ветер западный 2 метра в секунду. Сегодня днем в столице республики облачно с прояснениями, температура воздуха днем ожидается на уровне минус 19, минус 21 градуса. Потому что уже начинает как-то казаться такая весенняя атмосфера, потому что температура, во всяком случае, в Якутске до почти весенних уровней пытается приближаться. Это здорово. Ну а тем временем в Мордовии планируют выдавать готовые квартиры с отделкой семьям с детьми. С такой инициативой выступил глава региона Артем Здунов на заседании Совета директоров промышленных предприятий. Согласно предложению, это будет касаться семей, у которых родился ребенок в период с 1 ноября этого года до 1 ноября 2027. Более конкретные критерии для участия в программе еще находятся на стадии разработки. А вообще тема демографии, она действительно важна для многих стран, и правительства регулярно разрабатывают и внедряют законопроекты, направленные на увеличение рождаемости и поддержку семей. И инициатива, безусловно, интересная. И поэтому сегодня в рубрике «Свежая голова» мы обсудим ее с Леной Ефремовой, председателем комиссии по социальной политике, демографии, защите семьи и детства Общественной палаты Республики Саха-Якутия по телефону. Лена, доброе утро. Доброе утро. Ну вот интересная новость, выдавать прямо готовые квартиры. Как думаете, насколько эффективны такие меры поддержки демографии? Действительно, вообще наша страна уделяет первостепенное значение вопросам демографии. Еще в декабре месяце президент нашей страны Владимир Путин на Госсовете поставил приоритеты перед главами субъектов о том, что вопросы демографии они должны стоять во главе, наверное, всех интересов. И вот то, что вы сейчас говорите об опыте, об успешном опыте, который внедряется в регионе, он имеет, конечно, место быть, и он должен дать определенные результаты. Но то, что касается непосредственно нашей республики Саха-Якутия, надо сказать, что мы являемся в этой части, наверное, в таких передовых позициях, в частности, на Дальневосточном федеральном округе, так как мы занимаем лидирующее положение по коэффициенту рождаемости, в целом по поддержке института семьи. И основным приоритетом, наверное, национальной политики является поддержка многодетных семей. У нас испокон веков поддержка многодетности является, наверное, таким нашим национальным компонентом. И благодаря тому, что глава нашего региона Асим Сергеевич Николаев уделяет, конечно, важное значение. Я бы здесь, наверное, разделила на два таких основных направления. Это поддержка моральная и материального стимулирования семей. В частности, это меры, которые принимаются у нас в республике, а их порядка более 50. Ну вот в целом 50 это достаточно такой, это вот разные виды поддержки, которые может получить семья, родившая ребенка. А в целом, да, соглашусь, что очень много вариантов в республике поддержки детей с детьми, и за разное время было много этих вариаций. А были ли какие-то, которые, ну вот, допустим, не показали себя особо, то есть поддержку какую-то ввели, но вот она там ситуацию не изменила, скажем так? Ну, вы знаете, вот ведущие демографы в целом в нашей стране, они анализируют ту ситуацию, которая сложилась в наших регионах. Здесь я хотела бы привести, допустим, опыт Сахалинской области, который является, наверное, передовым непосредственно. И вот именно меры стимулирования, когда выдается целевой, так скажем, капитал в размере миллиона рублей, он, конечно, дал такой определенный толчок для развития. У нас в регионе существуют различные меры, в том числе федеральные, региональные. Это и, допустим, семейная ипотека,
это поддержка молодых семей. Я бы здесь хотела сказать, что вообще сориентировать. Нашим профильным Министерством труда и социального развития проводится целенаправленная работа по разработке мер с учетом того анализа, который существует. Поэтому сказать о том, что у нас есть какие-то провальные меры, я бы так не сказала. На самом деле, те меры, которые у нас вводятся, они вводятся с учетом той ситуации, которая у нас складывается в регионе. Например, это те меры, которые носят такой, я бы сказала, моральный характер, которые поддерживают непосредственно институт семьи. Это, например, такие меры, как высшая благодарность матери, например, это поддержка материнства. Это материнская слава первой, второй, третьей категории. Это мать-героиня. И вот если проанализировать применение данных мер у нас в стране, то Якутия всегда была на таких передовых позициях. Мы были первым регионом, наверное, который ввел эти меры. И они имеют определенный результат. Ну, спасибо вам за поделились мыслями, своими рассуждениями. Вам желаем, конечно же, отличного дня, успехов в вашей деятельности. Спасибо. Ну, а в целом, конечно, рождение ребенка – это не только поддержка, вообще это для семьи одно из самых значимых событий в жизни. Оно часто сопровождается приятными хлопотами. Родители готовятся к появлению малыша, покупают игрушки, одежду, обустраивают уютный уголок. Но есть среди этих забот и та, что может занять почти все 9 месяцев, пока ребенка ждут. Это какое же имя дать ребенку? Кто-то обращается к традициям, выбирает проверенные временем классические варианты. Другие стремятся выделиться и придумывают необычные имена. Некоторые вдохновляются религиозными или культурными, а также модными тенденциями. А в нашей многонациональной стране выбор имени становится особенно разнообразным. Ведь здесь важно учесть как общие тренды, так и особенности каждой культуры и региона. В итоге получается довольно интересная статистика. И сегодня у нас в гостях Юлия Наговицына, главный специалист отдела ЗАГС города Якутска. И мы вместе разберемся, какие имена для мальчиков и девочек стали самыми популярными в 2024 году. Юлия, доброе утро. Доброе утро. Ну вот, собственно, вопрос в лоб. Какие имена самые популярные в 2024 году? Есть ли какие-то, может быть, неожиданные совсем тренды? Ежегодно нами проводится рейтинг популярных имен. Это не только по городу Якутску, но по всей республике. В прошлом году, то есть в 2024 году, самыми популярными именами среди девочек стали такие имена, как София, Виктория, Мия, Аделина и Ева. Среди мальчиков самыми популярными стали имена такие, как Лев, Тимур, Михаил, Марк и Александр. Ну, данные позиции у нас сохраняются уже второй-третий год, то есть они актуальны уже третий год, получается. Каждый раз мы, в принципе, где-то читаем сводки популярным именам, разговариваем об этом, и Александр, по-моему, всегда на все времена, он всегда в рейтинге популярных имен мальчиков остается. А были уж какие-то совсем неожиданные, редкие имена, вам, может быть, которые запомнились, там, может быть, оно было всего одно, но какое? Ну, редкие имена в основном имеют иностранное происхождение, либо же это двойное имя, либо имя, которое придумали сами родители. В прошлом году, в апреле месяце, у нас родилась девочка по имени Апрель, Каталея, это название цветка, Кая. Среди мальчиков у нас редкие имена, это у нас Диас, было имя еще Гектор и Леон. Интересно. Ну, это в основном иностранное происхождение имеет. Ну, апрель, интересно, это с месяцем рождения связано или нет? Но на самом деле очень такой... в апреле месяце родилась. Необычный, так как будто даже девочке очень подходит. Апрель, так как-то легко. А есть ли какая-то такая сводка, какие имена начинают терять популярность? Потому что даже если на бытовом уровне посмотреть, в какой-то момент ты приводишь ребенка в сад, друзья тебе рассказывают, привел ребенка в сад, имя такое-то, условно девочка, и там все кругом имена повторяются, а тут одно, и даже воспитатели говорят, ой, мы такое имя-то вообще уже не слышали сколько лет. Ну, вообще популярность имен имеет период смены где-то 5-7 лет, то есть каждые 5-7 лет у нас меняются имена популярности, да. Если в 80-х годах и ранее прошлого века в основном
родители давали имена бабушек, дедушек, либо родителей, то сейчас это не наблюдается. Сейчас родитель в основном исходит от личных предпочтений, то есть дают имя, которое им нравится. При этом они, значит, учитывают значение имени, далее сочетание фамилии, имени, отчества, даже прибегает к астрологии и нумерологии. Сейчас очень редко встретишь имя Наташа среди девочек, Ольг очень мало у нас, да. Раньше в свое время эти имена были очень популярны. Ну и среди мальчиков мы редко встретим Федоров, Иннокентьев и других популярных имен, которые были в 80-х, 90-х годах очень имели какие-то лидирующие позиции. Хотя вот, казалось бы, так как будто очень такие классические, хорошие имена, почему бы их не использовать. А может быть, существуют еще какие-то, ну, понятно, если мы говорим про имя, которое дано там на фантазии родителей, да, придумано, фантазия, она много куда может завести. Есть ли какие-то законодательные ограничения, как вот ребенка назвать ни в коем случае нельзя? Может быть, формат, там, может быть, ну, еще какие-то нюансы. Да, есть такие ограничения. Данные ограничения были введены относительно недавно, и об этом прописано в Семейном кодексе Российской Федерации. Так, при присвоении имени ребенка нельзя использовать числовые значения, то есть нельзя ребенка назвать 556-м, например, да, либо символы, то есть в имени нельзя там использовать запятую, восклицательный знак, либо, ну, конечно же, бранные слова, ну и также присваивать титулы, ранги, то есть нельзя ребенка назвать полковником, министром, президентом. Герцог. Да. Ну да, было бы забавно назвать ребенка герцог, Иванов Герцог Иванович. Ну, звучало бы, в принципе, уже забавно, но бранные слова, конечно, тоже понятно. А вот если взять сверху по регионам, потому что, да, как я сказал, страна у нас большая, у нас очень много разных народностей живет, и конфессий, и культурное разнообразие, везде все это меняется. Какая-то вот, есть ли разница особой популярности имен в регионах? То есть вы вот нам сказали статистику по нашей республике, а может быть там условно, вот мы про Мордовию говорили, а в Мордовии там очень много там Александров вообще нету, наоборот, там какие-то Максимы условно рождаются. Ну, такой разницы особо нету, у всех в основном сохраняется рейтинг популярных имен, но надо учитывать, что у нас страна многонациональная, есть национальные регионы, например, Республика Дагестан, Бурятия, Тува и так далее, где в популярность, рейтинг популярных имен попадают такие национальные имена. В том числе и в нашей республике время от времени в рейтинг популярных имен попадают национальные имена. Хотелось бы сказать, что популярность якутских имен растет с каждым годом. Если 25-30 лет тому назад очень редко было, можно встретить девочку, например, с якутским именем, то сейчас каждый 4-й ребенок носит якутское имя. Если взять Россию, то самое популярное имя среди девочек в прошлом году это имя София, среди мальчиков это имя Михаил. Ну, кстати, интересно, София была в рейтинге популярных девочковых имен в Якутии и по России, да, а Михаила не было в республике, а по России сам где-то 6-е место занимает Михаил. Да, ну, вот есть все-таки различия, да, вот если посмотреть. Ну и завершая нашу беседу, потому что я думаю, многие, может быть, из телезрителей, если не сами, то их знакомые, может быть, их родственники, там вот в ожидании приятного этого момента появления ребенка, и, возможно, сейчас сидят уже который день, который месяц ломают голову, как бы назвать ребенка. Может быть, какие-то советы дадите, как ребенка называть? Безусловно, выбор имени ребенка – это право и выбор каждого родителя. Но при этом надо учитывать, что от выбора имени зависит будущее его, да? Поэтому при выборе имени надо подходить осознанно, обдуманно, взвесить все «за» и «против». Не надо особо стремиться веянием моды, какие-то экстравагантные имена давать, чтобы ребенку было комфортно в своем имени, чтобы потом у него в будущем не было желания сменить свое имя. Юлия, спасибо вам за эту беседу, за рекомендации. В том числе я вам желаем успехов в вашей работе, конечно, и отличного дня. Ну, а не только рождение детей приносит радость в этот мир, когда у животных появляются детеныши, это также умилительно, прекрасно, и мы все любим такую информацию. Да? И вот в московском зоопарке с разницей в один день появились на свет детеныши капибары и гориллы. Впервые процесс появления на свет капибаренка могли видеть посетители, так как все происходило в экспозиционном вольере. Важный момент, рядом были и остальные члены семьи, отец Кузьма и остальные дети. Роды прошли благополучно, помощь зоологов не потребовалась. Пара капибар Малая и Кузьма вместе 5 лет. За это время у них родилось 9 детей. И вот
А вот гориллы Кира и Визури вместе 15 лет. Они насладились родительством 4 раза. Горилла Кира очень заботливая мама. Практически все время она держит детеныша на руках, изредка перекладывая его на колени. Пока Кира не дает детеныша другим членам семьи, даже папе Визури, однако разрешает подойти познакомиться и погладить его. Папа же Визури будет проявлять активное участие в воспитании позже, когда мальчик подрастет, пояснили в зоопарке. Ну, а далее наши коллеги из информационной службы расскажут о других новостях. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. Каждый год службе специальной военной операции засчитывается как 2 года стажа для начисления страховой пенсии по старости. Мобилизованным, которые уже получали пенсию за выслугу лет. На момент мобилизации ее выплата приостанавливается, но компенсируется в полном объеме специальными выплатами. При этом за счет увеличения продолжительности выслуги размеры пенсии будут расти. Мобилизованные россияне считаются военнослужащими и могут получать пенсию за выслугу лет, если выполняют определенные условия. Минимальный срок службы для получения такой пенсии – 20 лет. На эту пенсию могут претендовать те, кто до мобилизации уже работал в вооруженных силах или других силовых структурах. Всероссийская перепись населения в России должна состояться не позднее 2031 года. Конкретные сроки установит правительство. Кроме того, в текущем году ООН объявит о начале нового раунда всемирной программы переписи населения и жилищного фонда на 2030 год, призывая страны провести национальные переписи в период с 2025 по 2034 год. В Росстате также отметили, что следующая всероссийская перепись станет первой, в которой будут использованы данные из Единого федерального информационного регистра населения. Кемеровская область в текущем году готова увеличить объем добычи угля в 1,5 раза в зависимости от спроса и возможности провоза продукции по железной дороге. Об этом сообщил губернатор региона Илья Сердюк. По его мнению, российская экономика в дальнейшем будет расходовать больше угля для теплоэнергетики и производства металла. При этом, если цены на уголь не вырастут, власти будут искать решения для поддержки угольной промышленности. По данным Минугля Кузбасса, добыча угля в регионе в 2024 году составила 198 миллионов тонн, что на 15 миллионов тонн меньше показателя 2023 года. Объемы вывоза угля также упали на 8,9%. В России усилят контроль за состоянием газовых плит. Владельцам грозят штрафы. Теперь жильцам квартир придется внимательно следить за состоянием своих газовых плит. Об этом агентству «Прайм» рассказала Мария Яковлева, директор юридической группы «Яковлев и партнеры». По ее словам, средний срок службы газовой плиты составляет 14 лет. Однако в техническом паспорте могут быть указаны другие временные рамки. По истечении этого срока плиту необходимо либо заменить, либо провести диагностику, заключив договор со специализированной службой. Если владелец проигнорирует эти требования, его могут оштрафовать на сумму от 5000 до 10 тысяч рублей. Главный диетолог Москвы рекомендует ежедневно употреблять 400 граммов овощей и фруктов. По словам Антонины Стародубовой, такое количество помогает обеспечить организм необходимыми витаминами, минералами и клетчаткой. Специалист отметила пользу замороженных ягод и рекомендовала выбирать цельнозерновые продукты в качестве источника углеводов, такие как нерафинированные крупы и хлеб из цельнозерновой муки. Эти продукты помогают нормализовать липидный обмен и снижают уровень холестерина в крови. Для получения полноценного белка диетолог советует включать в рацион питания рыбу, а также диетические сорта мяса, такие как кролик и индейка. Это «Утро Якутии», самая семейная и самая ранняя программа нашего телеканала. И теперь пришло время взбодрить свой организм. На очереди комплекс упражнений, выполнив которые вы зарядитесь энергией на весь день. Доброе утро, наши дорогие! Ну что ж, продолжаем наш мини-фитнес-марафон. Поехали, девочки! Шаг, 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 шаг. Еще. Разогрев. Выдох, выдох, выдох,
выдох с носочка. Мягкое колено, плечо раскрыто. Дышим, дышим. Еще. 3, 2, 1. И вдох, выдох. Поехали. Вдох и выдох. Еще. Вдох и выдох. Крайний. Вдох, выдох. Переходим к нашей основной тренировке. На коврике. Уходим на колено. С прямых рук работаем. У нас будет мах бедра в сторону. 20. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Меняем ножку. Начали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Закончили. Далее переходим на отжимания с колена в широкой постановке рук. Отстраиваемся. Корпус в положении планка, таз не проваливаем и не задираем домик. 3, 2, начали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Слегка потянулись назад, ягодицы увели на пяточку. 3, 2, 1. Растем. И переходим на проработку мышц брюшного пресса с акцентом на талию. Садимся. Будем работать с вами в скручивании. Оторвали ножки от коврика, ручки в замок. Скручиваемся, локоть заводим за спинку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Обхватили себя за колено, оттянули спинку назад. Прожмите плечо вниз, разведите лопатки в стороны, дышим. 3, 2, 1. Прижали животик к бедру. Занимайтесь спортом, занимайтесь с нами по утрам, и вы будете заряжаться бодростью на целый день. До новых встреч! А мы продолжаем, и сегодня поговорим о такой важной теме, как сохранение памяти о вкладе наших предков в Великую Победу. Наш долг и обязательство перед будущим поколением, собственно, это сохранение памяти. Это не только способ почтить тех, кто отдал свои жизни ради мира на земле, но и возможность для каждого из нас укрепить связь со своим прошлым, понять его, проникнуться уважением и гордостью за свою родословную. В современном мире, где история порой стирается или искажается под влиянием многочисленных факторов, важно иметь надежные источники информации, которые помогут воссоздать истинную картину участия наших предков в войне. К счастью, для этого созданы архивы, базы данных, ресурсы, которые позволяют каждому желающему найти информацию о своих родных. Сегодня у нас в гостях Вячеслав Сивцев, главный архивист Национального архива Республики Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро. Вот. Ну, собственно, хранение такого огромного массива данных, потому что Великая Отечественная война, столько лет она шла, столько жизней она затронула в жизни, наверное, каждого жителя Советского тогда Союза. И это огромный массив данных. Как устроено хранение этих архивов?
Тут стоит начать с того, что Национальный архив Республики Саха-Якутия хранит документы по истории Якутии. То есть у нас нет, естественно, документов про события непосредственно на фронте. У нас документы, проливающие свет на то, что происходило внутри Якутии в те годы. Тем не менее, это огромный массив документов о государственном управлении, о различных организациях, предприятиях. Ну и, естественно, у нас есть фонд военкоматов, наших районных военкоматов и военкомата республики. И, соответственно, там есть списки мобилизованных, также документы о том, как мобилизованные, как вообще была организована... Происходило да, как все это происходило, как все это транспортировалось. Документы различной степени сохранности. И вы правы, действительно, массив документов огромный. Если взять вообще все документы Национального архива, там будет больше 1,5 миллиона единиц хранения. Это отдельные книжки. А если там отдельными документами считать, листьями, там вообще миллиарды, будет, да, безумное количество. Естественно, у нас архив для того и создан, чтобы все это дело сохранять. Есть конкретные методические указания, есть конкретные правила хранения. И, соответственно, обеспечение сохранности этих документов является первостепенной задачей нашего архива. Ну какие самые, допустим, на вашей памяти, на вашей практике, самые какие-то редкие и необычные документы вам попадались? Я по долгу службы занимался частенько темой Великой Отечественной войны. И в том числе рассматривал и документы федеральных архивов. Есть, например, различные базы данных документов Министерства обороны. И например, еще в 2015 году, когда занимались выпуском книги юбилейной к Победе, мы, нашли один такой интересный документ из Германии. И там была листовка для полицейских о поиске сбежавших пленных. То есть наших военнопленных, туда повезли в Германию и хотели использовать в качестве рабского труда. И группа офицеров сбежала с плена, их там искали по всему, по всей этой немецкой земле. И среди сбежавших был выходец из нашей республики. Там было прямо написано имя, фамилия, откуда, год рождения и так далее. Еще, если об таких ценных находках, то в прошлом году, летом, был довольно такой большой резонанс на информационном поле о поиске данных о личности останков солдата, которого нашли под Сталинградом в прошлом году. К нам обратились поисковики, и там при нем был значок юбилейный 15-летия Якутской Республики автономной, и по номеру значка нужно было, попробовать найти имя, фамилию, отчество. Мы провели поисковые работы. Естественно, все оказалось не так просто, как мы думали. Не удалось найти документа, где был бы указан конкретно номер значка и кому он был вручен. Но, тем не менее, нам каким-то образом удалось установить личность. И в тот момент, конечно, и мы, которые занимались этой работой, и общество смогло убедиться в том, что делаем мы свое дело не зря. Действительно, в такие ситуации только архив может помочь, и тем более, когда столько времени прошло, да, то есть, если под Сталинградом, это сколько лет назад было, когда погиб человек. А говоря про время, все-таки есть, сегодня у нас цифровизация, сегодня мы все сохраняем в компьютерах, раньше этого не было, все сохранялось на бумажных носителях и так далее. Понятно, что сейчас стараются все оцифровать по возможности, но в целом такие старые документы, для них же требуются какие-то особые условия хранения. Как они обеспечиваются, какие это условия? Документы у нас хранятся в особых помещениях, в которых соблюдается определенный температурно-влажностный режим. Это нужно для того, чтобы, как мы понимаем, вообще природа, в которой мы живем, представляет из себя смесь форм жизни, да? И даже когда вы глазами не видите ничего, мы тут сидим, и, казалось бы, между нами ничего нет. Но на самом деле здесь повсюду летают споры грибков разных, плесени, бактерии, все это присутствует в воздухе. Аж страшно стало сидеть. И если не обеспечивать, подходящие условия хранения документов, бумага тоже является питательной средой, особенно для грибков, потому что они умеют перерабатывать целлюлозу.
Вот, соответственно, чтобы такого не было, соблюдается вот этот режим. И кроме того, у нас есть специальный отдел, который занимается реставрацией документов, потому что даже несмотря на соблюдение этих мер, все равно бывает... Время берет да, свое. документ берешь, там видно, что документ последний раз на руки брали в году там 60-м, 50-м. Открываешь, а там фиолетовое пятно такое, грибок пророс бумаги. Вот. И, соответственно, с использованием специальных средств реставраторы все это дело обрабатывают и стараются сделать максимум, чтобы сохранить информацию, которая на этой бумаге есть. Вы еще сказали про цифровизацию. Цифровизация – это процесс, который в архиве идет непрерывно уже несколько лет. Просто вот документов так много, что это вот для нашей жизни работы хватает в этом направлении. Но цифровизация идет. Это в том числе нужно для того, чтобы на случай чего у документов был и страховой фонд, это называется, чтобы информация осталась, ну и чтобы облегчить доступ для людей к этим документам. Ну, я еще, насколько знаю, при работе с такими документами тоже там свои правилки. То есть, ну, я так сужу чисто по кинолентам, да, там в перчатках что-то специально работает, или это больше уже художественное? Не, ну в перчатках даже, в перчатках нужно работать. И когда вот в читальных залах, ну не со всех требует на самом деле сейчас в перчатках. Если вот зайти в наш читальный зал, там в принципе можно, ну естественно там нельзя с едой там сидеть с напитками, да, все равно есть определенные правила. И вообще нужно вот бережно относиться к документам, как-то вот с трепетом вот эти листы переворачивать. Не вот так вот, да, не дергать их там. Ну и, например, мы очень много выставок делаем, и, конечно, всем хотелось бы, чтобы мы везде выставляли оригиналы документов, потому что на них смотреть интересно. Люди обычно вот подходят, смотрят, и у них прямо дыхание перехватывает. Но ради сохранения документов, как правило, мы никуда документы не вывозим. Они вот. Всегда находятся... Они всегда должны находиться, да, внутри здания архива. Ну и вот, наверное, подытоживая этот разговор как-то в какой-то степени, для чего все-таки нужно сохранять эти архивы? Опять же, вот, да, если в какой-то момент все оцифруется, допустим, случится такая ситуация, то есть можно создать какую-то открытую базу данных, куда любой человек сам может залезть и искать что-то. Останутся ли актуальные архивы, или они займутся просто только сбором, цифровка, и все, вот эта вся работа будет? Ну, если говорить о том дне, когда все документы будут настолько оцифрованы, что архив будет только сохранять документы, ну, архив все равно будет существовать, потому что бумажные носители все равно нужно будет сохранять, ну, на случай чего, мало ли чего. А во-вторых, этот день настолько далек, что говорить об этом сейчас сильно преждевременно. Это еще много-много-много лет нужно, значит, пожить. Ну и если говорить о ценности вообще архивов, да, вы спросили, у меня есть такой пример. Мы сейчас занимаемся составлением книги памяти вот, о участниках войны. И вот мне, значит, на днях поступил, ну там библиотеки из улусов отправляют имена участников войны своих улусов. И там была проблема того, что есть один человек, который участвовал в войне, о котором известно только прозвище Хоного, ну то есть человек, который пришел переночевать, да. И нужно было узнать личность этого человека. Ну и совместными усилиями с родственниками, которые еще остались, и с помощью архивных документов удалось установить личность. И помимо этого еще и оказалось, что у него был брат, про которого, да, тоже не все было ясно, тоже с помощью архивных документов удалось установить. Вячеслав, спасибо за эту беседу. Вам успехов в вашей работе. Ну, важно действительно, что сохранение нашей истории, в конце концов, это самое важное, что может быть. Ну и отличного дня вам. Ну, а говоря про архивы, вот как раз-таки на основе архивных данных томодцы выступили с инициативой присвоить звание Героя Российской Федерации своему земляку Виктору Захарову, участнику Великой Отечественной войны, совершившему подвиг в 1944 году. В год 80-летия восстановить историческую справедливость важно, считают томодцы. О подвиге простого охотника Эвенка, который был героем не только на войне, но и в мирной жизни, в материале Туяры Филипповой. Товарищ Захаров броском 2 противотанковых гранат заставил замолчать огневую точку противника. И с уничтожением ДОТа стрелки 60-й группы заняли высоту и закрепились на ней. За проявленную храбрость и отвагу ефрейтор Захаров достоин награждения высшей правительственной награды присвоения звания Героя Советского Союза, командир батальона майор Жданов.
Это внук Виктора Захарова. Читает выписку из наградного листа ефрейтора Захарова от 1944 года за подписью командира батальона майора Жданова. Но, к сожалению, ни тогда, ни после войны звание Героя Советского Союза охотнику Эвенку не было присвоено. Не дали ему по той причине, что это был Советский Союз, он был сыном раскулаченного, очень богатого якутского здесь товарища, да. А в 1941 году Виктор Захаров, еще будучи непризванным на войну, совершил не менее значимый поступок, обнаружив в Алданской тайге слюду флагопит и доложив об этом геологам и властям, что сделало впоследствии Томмот центром промышленной добычи слюды всей страны. Сегодня земляки Виктора Захарова инициируют присвоение ему звания Героя Российской Федерации спустя 8 десятков лет после его героического поступка. Надеемся, что по нашей инициативе справедливость восторжествует. Необходимо нам обратиться к Николаю Сергеевичу о том, чтобы он вышел с ходатайством на президента Путина Владимира Владимировича о присвоении Захарову Виктору Николаевичу звания Героя Российской Федерации. По словам директора школы, прецеденты присвоения звания Героя спустя много лет после окончания войны были в Якутии. Поэтому надежда есть. Тем более, что после войны Виктор Николаевич долгие годы работал в Алдан-Слюде и в мирной жизни тоже внес большой вклад как в развитие района, Якутии и страны в целом. Валентина Трофимова сейчас одна из немногих, кто лично знал Захарова. 42 года жизни своей она дала слюдяной промышленности. Говорит, что, несмотря на тяжелые условия работы, понимали, что добывают очень нужный минерал для страны, и все старались выполнять поставленные планы. Но слюда ведь она была очень востребована, она как изоляционный материал на ракетостроении, самолетостроении, вот все такое. В середине поселка был такой, знаете, скраб вот это мелкое. Азиатские страны, то ли Япония, то ли Китай, что просили продать этот скраб. Но так как это был материал очень востребованный в авиастроении, вот такой в военной промышленности, его не продавали так. Виктора Захарова Валентина Ивановна помнит уже в пожилом возрасте, но сохранилась даже совместная фотография. Вот мы встречаем с ним русскую зиму, принимаем. Вот стоит. А так он спокойный, вежливый, немногословный. Вот он уже был в годах. И такой очень вежливый. Мы его очень как-то уважали, все. В местном музее посетителям с гордостью показывают личные вещи фронтовика-охотника. Меховые рукавицы, охотничьи лыжи. Они могли везде из горы спуститься, и на гору тоже легко можно подниматься. И еще это считается бесшумное. Охотники сами делают такие лыжи. Память о своем легендарном земляке томмотцы чтят и очень хотят, чтобы имя достойного сына Якутии вновь прогремело на всю страну, уже официально, как Героя Российской Федерации. Туяра Филиппова, Ренат Нахиев, Томмот, Алданский район. На календаре 18 февраля – День органов внутренних дел на транспорте в России. По народному календарю Агафья Коровница, голодуха, на Руси святая почиталась как покровительница домашнего скота. Крестьяне в этот день убирали хлев старыми лаптями, пропитанные дегтем. Говорили, что коровья смерть от них бежит без оглядки. С этой же целью совершали и другие действия. Например, вешали корове на рога куски хлеба или опахивали деревню сахой, в которую впрягали вдову. Считалось, что такую борозду нечистая сила не может перешагнуть. Этот день в истории. В 1895 году в Париже полностью провалилась выставка-продажа картин Поля Гогена. В 1911 году впервые осуществлена доставка почты с самолетом. В 1930 году открыта планета Плутон. В 1942 году в Карибском море затонула подводная лодка «Сюркуф». В 1960 году открылись 8-е зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли, США. В этот день родились Семен Тимошенко, советский военный деятель, маршал Советского Союза. Энцо Феррари, итальянский конструктор, основатель автомобилестроительной компании. Амазасп Бабаджанян, советский военачальник, главный маршал бронетанковых войск, герой Советского Союза.
Матти Хенрик Ярвинен, финский легкоатлет, метатель копья, олимпийский чемпион. Оскар Фельдсман, советский российский композитор, народный артист России. Именины сегодня отмечают Александра, Антон, Василиса, Макар, Михаил. Продолжим говорить о самых заметных событиях к этому часу. Привлечение частных инвестиций в региональную экономику остается приоритетной задачей. Результатом должен стать рост налогового потенциала регионов. Поэтому необходимо поддерживать создание новых высокотехнологичных производств. Об этом в Совете Федерации рассказал замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков. Для закрепления территориальных приоритетов в рамках стратегии пространственного развития России на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года формируется система опорных населенных пунктов. Они образуют инфраструктурный и экономический каркас страны и вместе с тем обеспечивают развитие прилегающих территорий. Правительство обновило правила предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам федеральных госучреждений с ненормированным рабочим днем. Расширены категории сотрудников с таким правом. К ним относятся сотрудники, эпизодически привлекаемые к сверхурочному труду, включая работников, труд которых в течение рабочего дня не поддается точному учету, которые распределяют рабочее время по своему усмотрению или чье рабочее время по характеру деятельности делится на части неопределенной продолжительности. Срок такого отпуска не может быть меньше 3 календарных дней. Правило вступит в силу 1 сентября. Фокус на инфраструктуре и цифровизации. Отчет правительства Якутии охватил более 180 населенных пунктов. Глава региона С. Николаев провел совещание, на котором подчеркнул важность прямого диалога с жителями. Он акцентировал внимание на федеральной программе казначейских инфраструктурных кредитов до 2030 года. Средства можно будет направить на развитие ЖКХ, обновление общественного транспорта, строительство объектов транспортной, инженерной, энергетической и туристической инфраструктуры. Также глава Якутии поручил активнее участвовать в федеральных конкурсах и пилотных проектах для развития цифровизации и других сфер. В Якутию впервые с рабочим визитом прибыл генеральный консул Республики Узбекистан во Владивостоке Юсуп Кабулжанов. Дипломат совместно с коллегами провел презентацию туристического потенциала своей родины, где представил новые туристические маршруты, рассказал о возможностях сотрудничества и выгодных условиях для бизнеса. Министр по внешним связям и народам Якутии, в свою очередь, представил республику гостям из Узбекистана, отметив, что регион открыт к международному сотрудничеству. Узбекским коллегам и друзьям мы представим туристический потенциал Республики Саха-Якутия для того, чтобы углублять как раз сотрудничество между Якутией и Узбекистаном именно в сфере туризма. Потому что потенциал на сегодня огромен. Республика Узбекистан сегодня является одним из лидеров на пространстве СНГ по туризму, по развитию туризма. Очень много у них программ. В прошлом году ГИБДД вынесла более 255 миллионов постановлений о нарушениях правил дорожного движения, что привело к рекордной сумме штрафов – 176 миллиардов рублей. Из общей суммы штрафов 149 миллиардов рублей пришлось на владельцев транспортных средств. Больше всего нарушений зафиксировано в Москве, Московской области, Татарстане и Санкт-Петербурге. Интересно, что темпы роста числа постановлений снизились до 6,2% в 2024 году по сравнению с 11 и 17% в предыдущие годы. Это связано с реформой систем фото-видеофиксации осенью прошлого года, которая ужесточила правила установки камер и привела к демонтажу части комплексов. К этому часу это вся информация. До встречи в эфире. Это «Утро Якутии». Мы вновь с вами. Почему не видно меня? Потому что мы решили сразу показать вам эту прекрасную картинку того, что в субботу на берегу озера Байкал в Иркутской области открылся международный фестиваль-симпозиум ледовых скульптур «Олхон Айс Фест».
Фестиваль стал родиной нового направления ледового искусства – ледопластики. И ее основоположником является Александр Парфенов из Барнаула. Ледопластика – это симбиоз природных сил, наплесков, застывшей на берегах Байкальской воды, и мастерства скульпторов, разгадывающих и проявляющих замысел природы. Основная часть экспозиции – это скульптуры, выполненные в уникальной технике ледопластика под руками мастеров во льду. Береговые наплески, гроты, сталактиты и сталагмиты буквально говорят со зрителями. Галерея под открытым небом будет доступна для посетителей до 10 марта, поэтому если вы в ближайшее время каким-то образом собираетесь в Иркутскую область, то берите себе на заметку, потому что одно дело посмотреть в нашем эфире прекрасном эту картинку, другое дело, конечно же, вживую увидеть красоту величественного озера Байкал. Ну а помимо этого, говоря про сегодняшний день, загадывая, что будет в будущем, мы можем сегодня отметить такой неофициальный праздник российский – это День пельменей. В масштабах страны их можно назвать нашим национальным и любимым блюдом. А почему я про него проговорил? Потому что традиция старая, сегодня немножко забытая, это, конечно же, всей семьей собираться и лепить пельмени. Пельмени лепить сегодня, конечно, не будем, но можем еще вам подсказать, как объединить свою семью и провести небольшую такую игру на сближение. Доброе утро, Якутия! Сегодня в рубрике «Семейные дела» я расскажу вам о психологической игре на сближение. В принципе, она такая довольно-таки простая, ничего такого для нее не нужно, нужен просто мячик. Принцип игры в том, чтобы, кидая мячик, задавать вопросы и получаем на них ответы. Можно делать по-разному. Например, можно кинуть мячик и спросить, какой твой любимый цвет? А можно кидать мячик и спрашивать, какой у меня любимый цвет, чтобы проверить, насколько участники игры знают друг друга. Очень интересно играть в нее с детьми разного возраста. Можно играть с родителями, с бабушками, дедушками, подключать любое количество игроков. Очень интересно, как отслеживать, как дети задают вопросы. Дети младшего возраста обычно спрашивают, кто твой лучший друг, какой у тебя любимый цвет. Дети постарше начинают спрашивать, например, какое самое счастливое событие у тебя сегодня было, например, что могло тебя расстроить. И таким образом можно узнать, что же происходило или происходит в семье на этот момент. Эта игра позволит вам сблизиться, получше узнать друг друга и весело провести время. Ну, а весело провести время можно, опять же, на таких красотах или на красотах зимнего Якутска или любого другого города нашей республики. Поэтому напомним вам еще небольшой прогноз погоды на сегодня. В центральных районах сегодня температура воздуха минус 24, минус 22 градуса. В заречной группе минус 40, минус 23. В южных 26-19 со знаком минус, а в Вилюйской группе 37-25 градусов мороза. В Нижнеленских улусах минус 29, минус 24, в западных минус 30, минус 24, в Колымо-Индигирской группе улусов 39-18 со знаком минус, в Янских 37-26 градусов мороза. Также холодно сегодня на северо-западе 39-27 со знаком минус. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила 22 градуса, атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба, ветер западный 2 метра в секунду. Сегодня днем в столице республики ожидается облачно, но с прояснениями. Температура воздуха днем необычайно теплая после затяжной зимы. Это минус 19, минус 21 градус. И мы желаем вам по возможности этот день, конечно же, провести на улице, подышать свежим воздухом. Возможность уже такая выпадает. Ну и в целом желаем, конечно же, вам отличного настроения, хорошего дня. Завтра вновь мы встретимся и будем встречать уже завтрашний день. Ну а сегодня достигните всех вершин, которых перед собой поставили. Мы верим, что у вас все получится.